Так, заезжает Prius на батареечку. Вчера у него вылезла ошибка P080. Сейчас будем загонять. Скорее всего, будет замена элементов. Нормально. Вот такая батареечка. Вся грязная, очень много пыли. Вот такой вот. Она у тебя еще старого образца с водоотвод, ну с этими, с отводами. Да. Вот эти отводы, они не на каждом приусе стояли, но уже на новых вариациях приусов их не было. Датчики все на своих местах стоят. Такое ощущение, что она ни разу не разбиралась, эта батарейка. То есть вообще, ну, можно вычислить их по вот этим номерам. Вот они, видишь, 66 идет. Здесь что-то 92. 92 G. G, да. Здесь 65. Нет, она делалась. Она вся разная. 63. Перекидка была, что ли? 87. Здесь 89, видишь? Здесь 85. Не, ее разбирали, делали что-то с ней. Но сделали как-то, ничего, ни меток нету, ничего нету абсолютно. Ни маркеров. Видать, во Владике делали давно. А может и здесь даже, не знаю. Ну, сейчас контакты проверим. Батарейка панасониковская. Вот эти тоже элементы на панасонике делают. Да? Да, японские, настоящие панасониковские. Сейчас китайских много. Ну, что сказать могу. Окислы очень сильные. Ну, тоже есть черные контакты, видишь? Пятно контакта. Вот здесь вот очень сильно. Ну, короче, хватает. С этой стороны тоже у нас жесткие окислы. Очень много грязи, пыли. Сейчас будем выносить батарейку на улицу. Продуем ее. Сейчас компрессор заведем. Первая восьмерка у нас подключена, будет проверяться. Приборки пошли работать. Все. Сейчас нам наша задача все их вычислить, какие емкостя, все подпишем. Потом будем разбирать и уже нужное подкидывать. Такой процесс работы. Ну, у тебя края были сильные вот эти. Здесь с серединки вот так вот было слабо все.
сначала почему-то пошло. Короче, посмотрим. То есть, когда компьютерную диагностику делаешь, это не точно. То есть, ты примерно все понимать начинаешь, как она себя ведет, что за батарейка. Примерную емкость можно посмотреть, примерно. Если талая батарейка, совсем мертвая, ее сразу видно. А если она более-менее живая, ее очень тяжело вычислить, какой она процентности или какой она емкости. А вот эти приборы, они позволяют именно вычислить емкостя. А самый главный параметр в батарейке — это емкость. Это не просадка, не вольтаж. Емкость может быть очень богатой, может 90 быть там, а просаженная может быть до минус там 13, и она может на полке лежала просто. Может ее вообще вызарядило плохо. Всяко бывает. Поэтому только вот эти приборы, они могут это все дело показать. Но процедурка не дешевая. Сюда набивается много энергии. То есть он сейчас что делает? Он сейчас разряжает до 13 вольт примерно, до 14. Потом заряжает, потом опять разряжает. Как бы вот так цикл идет. И он забивает туда 6000 миллиампер. В общем, он забивает туда 6000 миллиампер часов. И если туда не влазит эти 6000 миллиампер часов, он остаточную емкость, сколько не влазит, он начинает понимать, сколько туда не входит, и тебе выдает результат. Такие вот дела вот. Так это все работает. Сейчас пропылесосим здесь салончик. Пока делать будет нечего. Салон почистим, пропылесосим, все подготовим. Контакты почистим, подготовим. Как бы так. Ну, работы очень много. Поэтому работа и ценится, что она кропотливая. Так вот. 30-очка. Да, сейчас на них цены, конечно. За лям. Лям 50, лям 100 смотришь. Более-менее лям 300. Вообще подняли жестко цены. А такой можно было взять еще по той весне. Во Владивостоке в 750 можно было взять. Ну, 750, 850 можно было вообще нормально взять. Да не без побежка. Побеганный по Приморью. Мы, по-моему, за 850 брали, что ли. Ну, где-то весной. И то цены подлетели. А еще раньше можно было вообще его взять за 500, за 600 тысяч. Когда вообще до санкций, до всего. Такой автомобиль. Цены были сказка просто. Нам чаевничаем, сидим. Так вот. Процесс очень долгий, батарейка будет проверяться часов, наверное, ну 4 точно будет проверяться, как минимум. Ну а так, что хочу сказать. Мы не только занимаемся гибридами, также вот мы многопрофильные специалисты. Есть у нас видеонаблюдение, это у нас коммутационные шкафы, чтобы можно было видеокамеры устанавливать. Ну и не только камеры, локальные сети. Тоже в них встраиваешь коммутаторы, эти патч-панели, розетки. Вся коммутация здесь удобно. Вот. Также у нас имеются видеокомплекты. Камеры очень качественного. Это у нас Hi-Watch линейка получается. Видеонаблюдение, домофоны есть гибридные, вот такие вот. Для калиток, да. Ну, у кого частный дом, вообще круто. Чтобы на калитку не бегать в минус 50. Открывать дома с кнопки можно. Роутеры есть. Такие мелочи всякие. Вот такие патчкорды, кстати, в городе нигде не найдешь, их нигде не продают. У нас они имеются. Это специальный интернет подключать, гапоновский. И БПшники присутствуют. Что еще у нас? Да много чего есть. Можем под заказ любое видеонаблюдение собрать. Вообще без проблем. Кабельная продукция имеется. И оптику делаем. У нас сварочный для оптики есть тоже. Все, абсолютно все есть. Все оборудовано. То есть автомобиль, суксид полностью заряженный инструментами. Вот. Можем, в принципе, все это дело собрать в деревню любую, поехать, любой комплект собрать. Так что такие дела. Смотрим первую грядку.
Разрядил 1200, что-то мало. 1203. Пошел на заряд уже, на цикл заряда. Ну, посмотрим. 1200 это не так уж и много, значит где-то в них 1200 и сидит примерно. Плюс-минус. Если на разряд столько сделал. Так вот. Вот так вот первая пачка у нас прошла. 50%, 47, 37, 25, 40, 39, 33, 38. Ну, короче, сейчас серединка будет еще слабже. И края будут чуть-чуть посильнее опять. Короче, сейчас будем думать. Скорее всего, будем ее к полтинникам приводить. Скорее всего. Ну, посмотрим, как будет. Как лучше, так и сделаем. Или мы свечу с этого автомобиля. Сколько у тебя пробег? 250. 250 тысяч. Вот она, оригинальная свечка. Это она отходила 250 тысяч километров. Представьте, ребята, что такое японское качество. Настоящая Денса. Ну, зазор сейчас посмотрим. И никаких троений, ничего нету, да? Нету, она работает да, дальше. Работает. В принципе, она и работать будет, пока нет. Ну, скоро уже все. Она уже у тебя жрет бензин. Да. Нагарчик вот этот вот нехороший. Вон, смотри, он уже жесткий прям. Я такую свечку вообще не видел. Она вот тут пробивает. Вот так вот. Будем менять. Вообще, сам в шоке. Вот эти три точки означают, что она на заводе маркировалась. На заводе. Да. Сейчас посмотрим, какой зазор у нее. Зазор на этой свечке 45 инчей. 45. Вот так вот. Надо менять. Может, машинка какая-то закручивала в Японии. Будем ставить вот такие вот свечки индонезийские. Нормальные. Эти хорошие. Я их много кому уже поставил. Ездят. Нареканий нету ни у кого. Так вот. Ну что, втыкаем. Time to hear, the time to Пошли в цилиндр заходить, видишь? Оп. О, смотри-ка, что происходит у тебя. Ну слушай, я тебе скажу, что у тебя двигатель чуть-чуть нагарчик есть, но это вообще прям чистенький. Смотри, да? ну смотри, поршень какой чистый, четкий. Его либо делали раскоксовку, либо что. Потому что на 250 тысяч километров он такой чистый не будет. Его походу раскоксовали, этот движок недавно так. Да? Что-то делали с ним. Смотри, ханинговочка какая. Ну вот он нагарчик остался. То есть если его даже и раскоксовывали, ну то есть его еще не домыли. Херовенько. Ну вот что-то где-то вот здесь осталось. Ошметки. А так, в принципе. Нормально, да? Ну хон хороший. Прям видно. Давай. Вот этот цилиндр посмотрим, он, наверное, там поглубже будет.
Шестиструнный. Во, вот тут хорошо видно. М, Нагар есть, видишь? Чуть-чуть Мгм. на цилиндре. Ну вот ханинговка, видишь, это... Ханинговка это когда вот такие насечки есть. мгм. Видишь, она у тебя какая? Шикарная, жирная. М, Слушай, может этот двигатель вообще контрактный, а? Может такое Нет. быть? Нет? Завода. Завода? Завода. Ну, в хорошем состоянии. Ну, двигатель. 250. масло хорошее. Ну, видать, да. Прям это. Мне нравится. Я такой движок давно не видел. Да. Вот немножко нагар есть. Немножко. Его бы убрать можно было бы. М, Ну, это лайтовая раскоксовка нужна. Как я тебе говорил, балеркой запенить, мгм. и все. И чуть вот это масло, в масло добавить вот эту тему, М, SL-очку. Вот давай посмотрим, какие у тебя, в каком состоянии эти. Смотри, клапана все чистые. Клапана? Клапана вообще чистые. у Чистые, тебя, да? Чистые. Ну, чуть-чуть, вот то, что вот тут чуть-чуть есть, это херня. Это. Ну, вот это вот уже чуть-чуть плохо. А. Когда они там чуть-чуть к клапанам близко вот этот нагар. М, Ну, в принципе, я тебе говорю, нормально. мгм. Вообще хорошо. 250 пробега. Для такого пробега я хер его знаю. Ну, вот этот клапан, видно, что на нем есть. И мне такое ощущение, что его раскоксовывали. А, Потому что, ну, не может такого быть. Чтобы вот так вот. Такой пробег нормальный, серьезный. Фантастика какая-то. Да, всяко посерьезнее был бы нагар. Хотя бы посерьезнее нагар был бы. Хотя бы вот на поршне, вот здесь вот, оно все должно покрытое быть. Мгм. Вот таким. А, Ну, весь, да, вот так, полностью покрытый Мгм. был бы. А у тебя он, видишь, кусками. Значит, такое ощущение, что его мыли. И это уже все как бы, ну, свежий нагар. И по бокам это чистые. Монхон хороший какой у тебя Мгм. вообще. Ни задиров, ничего нету вообще. Мгм. Вот тут чуть-чуть вот задирчики есть. Вот, смотри, видишь полоски? Мгм. Не вот такие, а вот именно вот, видишь? Ага. Вот это задирчик немножко. А, Ну это херня. Вообще, по большому счету, двигатель очень хороший. мгм. Первый цилиндр. Пойдем посмотрим сейчас. Обычно четвертый самый плохой. Всегда бывает. Тот, который мы сейчас Мгм. смотрели. Блин, как тяжело провалиться туда. О, тоже немножко, видишь, нагара есть. Мгм. Это первый. Да, первый. Тоже он клапана. Вон какие клапана. Ну тут немного, вот видишь, куски пошли. Вот здесь вот. Мгм. Вообще нормально. Мгм. Пробежит, да? Ну конечно будет бегать еще у тебя, ой-ой-ой, сколько. Уверен. Уверенно. М. О, фон какой. Никаких насечек, ничего Мгм. нету. Как бы вообще зашибись. Сейчас масло хорошее в него просто. Айдемица залита. Демицу залито, Ага, да? ага. Блин, вот ребята, 0,20. ребята, подписчики, а он на Демицу всегда ездил? Да? Да, прям вообще вот. С весной купил эту машину, и Ага. сразу айдемица 0,20 залит. Сразу 0,20 залил. Ага. Ну это ты 0,20 Демицу сразу залил. А до этого он на каком масле бегал? Ты же не знаешь. Да, походу, он говорил 0,20 айдемица. Тоже Демицу. А. Тоже, да. Ну тогда хорошее масло Демицу. Айдемица. Вот, смотрите, ребята, Эдемицу себя как показал. Это, если оно, значит, было оригинальное, хорошее. Оригинальная. Вот такие вот дела. Дорогая масло. Ну-ну. Вот буду иногда эндоскопию смотреть, показывать, кто на каком масле ездит. И вот состояние двигателя вот так можно иногда посмотреть. 250 тысяч. 250 тысяч пробег. Это серьезный пробег. На Эдемицу, если она всегда ездила, ну это нормально. Ну, может, в каком-то масле другом раньше ездила, до 100 тысяч. Ну, мы же не знаем историю. Если бы Да. книжку поднять бы, и посмотреть бы, на чем она ездит. А книжка у тебя только заведена первая, да, получается? Ага. Ну, так вот. Я думаю, Демицу, да, реально хорошее масло. Если оно не подделка, если оно хорошее. Но его очень сильно сейчас подделывают, Да, поэтому бояться его надо. Вот ТСЛ и Молли Грин, его сейчас как бы меньше подделывают. Есть дилер даже Молли Грин, в принципе, по всем городам он работает.
Ну, я думаю, примерно такие же двигателя будут, скорее всего. Так что вот такие, ребята, дела. Посмотрели заодно, сейчас свечки поставим. Вот, почистили контакты, вот такие вот выглядят уже нормально. Будем вот такие ставить. Красота. Ждать пока. У нас пошел третий цикл заряда, ну, третий цикл тестирования батарейки. Здесь тоже уже прогнали. Тут 36, 27, 25. Мертвая батарейка нашлась. 38, 32, 42, 32. Здесь тоже одна мертвая батарейка уже нашлась. Но эти еще пока проверяются. Сейчас будет результат скоро у нас. Что здесь интересно. Потом еще 4 батарейки проверим. Ну, и там уже от этого будем плясать. Ну, в общем-то, будем думать, как ее ремонтировать лучше. Тут, конечно, подумать есть о чем. Выбора много. Вот так, вариантов много. Так, ребята, вот тут Айсен спросил, что это за кнопки. Ну и как бы я хочу объяснить. Power кнопка, это когда надо дать машине харчи, так сказать. То есть, когда идешь на обгон, два грузовика, хочешь обойти, Power врубил, все, пошел спокойно. Она начинает резвее. То есть машина мощность программно включает мощности, больше бензин дает и все такое. Режим эко, мод. По идее, это экологический режим, это не экономия. Ну, как бы он, Воздух. в основном он, да, он, получается, открывает на всю клапан EGR, ну, то есть это так работает, и все сжигает полностью, короче, начинает сжигать все топливо. Экологии больше идет. Ну и, конечно, на эко-режиме он переключается на батарейку больше. То есть он вот стоит, допустим, он вообще в двигатель не будет врубаться. Ну, он как бы эко, это экология и экономия, можно сказать. Вот так вот, можно так сказать. А EV режим, это у них в Японии сделан для того только, чтобы человек мог выехать с гаража или парковки. То есть им нельзя заводить двигатель на некоторых парковках, и они это делают. Вот как бы так. Батареечки, вся она буквально ниже 50%. Она вся вот такая вот. Тут из 50% осталось несколько только элементов. Это, скорее всего, вот раз, два. И тут еще парочку крайних будет. Сейчас 4 элемента проверяется у нас последних. Ну и все, в принципе, на этом. Все остальное, это ниже 50%. Это 40-ки тут немного есть. Остальные 30-ки больше. Большинство 30-ок. То есть, по сути, суммарно это 30% батарейка у нас. Вот. Некоторые элементы вышли из строя. Это вот этот и вот этот. Это нам приборы конкретно показали. То есть Нюргун как бы выбрал решение, что лучше поставить контрактную батарейку и не париться. То есть на нее будет и гарантии, и эта батарейка будет ходить лет 5 где-то примерно нормально. И все как бы будет хорошо. То есть и тяга появится у машины сразу. Толчки прекратят. У тебя бывают такие толчки иногда? Нет. Ну, как бы вот когда вот мотор заводится именно с перехода, Да, бывает. пинает, да, чуть-чуть, Ну, подпинывает, да? Это все из-за того, что у тебя низкоемкостная батарейка. Сейчас у тебя, если мы поставим вот эту вот батарейку контрактную, у тебя это, ну это все пройдет. Я тебе точно говорю, 100% это из-за батарейки. Ты, наверное, на EGR грешил, да? Но, а это все из-за батареи идет, весь косяк. Поэтому сейчас мы поставим
стопроцентную батарейку, емкость 90-100. Это будет примерно 90-100. Ну, то есть 97-е там будут, 98-е, все хорошие емкости батареи. И все, и я думаю, вопрос будет вообще по элементам закрыт. Мы сейчас выберем самую лучшую пачку и поставим. Вот также я сделал новогодний подарок, чуть-чуть скидочку сделал. Вот, как бы не будем говорить сколько, но я сделал. Спасибо. Да. И все как бы поставим, и человек вообще париться не будет по этому моменту. Так что, ребята, вот такой вот ремонт. Емкостимеры очень хорошо показывают всю картину по батарейке. То есть смысла в ней нет. Она не будет экономить бензин. Она будет ездить только для того, чтобы не показывать ошибку P080. Сейчас, по сути, можно ее докатать. Можно поменять вот эти два элемента, которые вышли из строя. Она будет какое-то время еще ездить. Но нет никакой гарантии, что эта батарейка заедет через неделю. То есть просадка по морозу. Сейчас еще холода идут. И какая-то, допустим, вот у нас есть 25-я, да? 25-я, она просядет по емкости из-за мороза. И она уйдет, банка у нее получается, покажет, что ошибка. Вылезет опять же P080, ты опять ко мне приедешь. Это опять съем батарейки, это опять ремонт, балансировка. Ну, то есть опять 1010, да, грубо говоря, ты выкинул. И ничего толком-то ты не сделал. Опять поменял, опять купил элемент, опять полтинниковый. И вот так вот это будет происходить. Лишние деньги. Лишние деньги, да. То есть нету смысла в ремонте, когда батарейка ниже 50%. Если бы она вся была вот из таких элементов сейчас, 50, вот так вся, полтинники, бам-бам-бам-бам, у тебя бы, допустим, 2 ушло каких-нибудь элементов, мы бы подобрали 50-ки, 2 штуки, поставили бы их, и у нас бы дальше все ходило отлично. А тут нету смысла ремонтировать вообще никакого. Так что, ребята, вот так вот, приезжайте на вот такую вот диагностику. Это самая лучшая диагностика, она выявляет четко все. То есть 200 рублей один элемент, грубо говоря. Ну, то есть зависит, конечно, от самого элемента. Есть 8-баночные, они чуть дороже будут стоить. Но зато четкая диагностика, все покажет абсолютно. Решил просто поставить контрактную батарейку. Выбрали самые лучшие элементы. Все элементы, какие были самые лучшие у меня, матерые, я все отдал. Это вот последние такие у меня были, стопроцентные элементы. Контрактная батарейка от Prius 20 пришла она у нас осенью с Владивостока, с беспробежного автомобиля. Вот. Эти машины прошли по 20 где-то примерно тысяч. Сейчас вот буду ставить. Все. И посмотрим, что это будет за батарейка. Батарейку новую, поставили все стопроцентные элементы. Вот. Сейчас подключили, проверяем прибором, заливаем 500, потом еще 500 зальем, 1000 где-то примерно, потом дадим постоять, сделаем тест, просадку этой батарейки, ну до 14 вольт, и посмотрим, как у нас поведут себя элементы. Если все хорошо, заливаем опять 1000
и ставим в машину. Все. Статики смотрим батарейку. Разбег 0,7. Вот, смотрите, как она показывает себе. 16.35, 16.33, 16.36, 34, 38, 35, 35, 32, 36, 34, 34, 31, 35, 39. Разбег всего между элементами где-то, ну, 0,6-0,7 всего. А так вообще, Беспробежная батарея. ну, буквально вся ровная. Видишь, смотри, по полосе видно, что она вся ровная, как по линейке. И линейку сейчас поставь, вообще отклонения не будет. А это говорит о том, что... А твоя батарейка была вся проваленная. Вот так вот она была, посерединке буквально. Энергии не было в середине, и все. Ну и как бы она такая себе была. А сейчас у тебя емкости сколько? Много, в 2 раза больше. В 2 раза больше. Да. И плюс еще 5 вся лет, 5 лет службы. спокойно будет работать, да. Всё нормально. Сейчас она отдохнет, мы ей разряд дадим до 14 вольтов, просадим вот здесь вот. И посмотрим. Тут графики вот такие показывают. Если один элемент какой-нибудь вот так пойдет, значит он плохой. Если все хорошо будет, все ровные, то значит все будет нормально. Тест прошла, и можно ее втыкать на машину. Ну я думаю, и эта батарейка нормально. Это пройдет она тест 100%. Так что вот такая вот работа с этим приусом. В приусе будет батарейка просто четкая. Вот, гарантия будет год на батарейку. То есть что-то будет с батареечкой, человек приедет, мы ее поменяем. Любой элемент. Ну, мы все их перепишем сейчас. У них у каждого есть свой серийный номер у элементов. Вот по штрих-коду. Я сейчас все эти штрих-коды компьютером перепишу. И все. И потом. Короче, ну, страхуемся. Бывает батарейки. Ну, допустим, кто-то контракт купил, мало ли схитрить, он захотел сам переставить себе батарейку, там что-нибудь скажет потом. Это не, типа, мне по гарантии, поменяйте. Такое не прокатит уже. Так что вот такие дела. Вот. Вводим тест, сливаем 500. Проверяем, как она себя будет вести. Вот, разбег при схлите 0,5-0,6 вообще идеал. Ну вот, все. Сливаем антифриз с инвертора. Сейчас еще антифриз поменяем в инверторе. Ну и прокачаем с максом тормоза. Антифриз сливаем почему? Потому что залит 35 градусный. Ну как бы в Якутии ездит машинка. Тем более таксует. Сейчас мороза скоро будут. 60 градусный. Надо будет поменять. Дай бог прихватит. Зальем Акиру хороший антифриз, полтинник. Да, крещенские дни. Жесткие будут. Да. Не дай бог прихватит. Слил 463. А она еще на 15 вольтах. И 0,8 разбег, смотри. 0,10. Четко уходит. Равномерно вся уходит. Вот. Вообще крутая батарейка. Вот еще будем сливать. Первый раунд прошел. 3 минуты выдержал. 3 минуты это хороший показатель. 500 миллиампер всего слило за 3 минуты. Сейчас еще будет. Примерно 3 минуты, наверное, сливать еще до 14. Ну, может больше, быстрее сейчас сольет. Сейчас посмотрим. Ну, разбег 0,9. На приусе он еще меньше будет покажет, по идее. Потому что компьютерная чуть-чуть погрешности больше дает, чем вот этот прибор. Калорифер, видишь, слышишь, нагревается. От калорифер сейчас нагреет. Нагрузка пошла. Я только не трогаю, главное. Так вот. Еще минуту выдержал. Еще ой-ой-ой, сколько ей надо отдавать. Еще 500 с нее.
где-то за 3 минуты она выдержала раунд. Еще мало. Еще до 14 не ушла. Вот сейчас уже подходит более-менее. Он 13 разбег, 14. О, все. Все. Мгм. Ну, в принципе, нормально она себя ведет. Разбег 0,16. Мгм. Хороший показатель. Контрактную батареечку. Все. На место поставил. Кулер чистый, почистили. Будем сейчас втыкать наш Prius. Заряжаем Prius. Приехал у нас Prius с новой батарейкой на испытание. Сейчас я ему скажу, отъедет. Вот еще один Prius приехал. Сейчас будем батарейку тоже смотреть по ходу. Ошибки какие-то у него. Так вот. Давай, заезжай! Да, что-то машина у нас под вечер понаехала. Honda приехала, потом Prius приехал. Сейчас мы Вергуна еще тормоза прокачаем. И все, и человек домой поедет нормально. Ну что, батарейка, как говоришь, нормально? Отлично. Лайк, да? Ну, Спасибо. да, не за что. Огромное спасибо. Катайся на здоровье. Нормально урвал, хорошо урвал. А сейчас не купил бы, весной хер знает, какие цены будут. Непонятно. Возьмут подорожание, либо вообще их может не быть просто. Сейчас последние две вот осталось, продам и все. Может не будет. Так вот, такие дела вот. Там у нас Honda на калибровке стоит. Сейчас откалибруем. Дроссель обучается. Холостой ход. Приехал, короче, у него запахло очень сильно сцеплением. Машина на первой передаче, в ошибке никуда не едет. Запах отсюда нормальный такой, серьезный. Сейчас бачки актуатора глянули, а там просто болотина, короче. Макс сейчас поменял жидкость. Сейчас первым делом попробуем его откалибровать. Если откалибруется, значит поедут дальше. Если нет, ну я чувствую, что уже подшипник шелестит сильно. То есть сцепление шелестит, надо этим людям обслуживать сцепу. Ну как-то так, в общем. Ну, двигатель работает как-то шумновато. Такие вот дела вот. Еще у нас сегодня Prius заезжал, 30-й. Не смогли записать, очень быстро приехал. Ну и, короче, у человека масла просто в двигателе не было. Он приехал уже на ошибки, низкое давление масла, короче. И залез в щуп я посмотреть, а там вообще сухо просто, вообще ничего нет. Он говорит, масло меняли месяц назад. Я говорю, а как так получилось? Нигде не подтеков нет, ничего. Ну сожрать она же так не могла за месяц, по идее. Тем более, что машина, в принципе, 14-й год в нормальном состоянии, не знаю. Такое ощущение, что мастеровые, которые заливали масло, просто туда его не залили. Я не знаю, но если это так, ну это, конечно, просто фиаско конкретное, короче. Ну такое может быть. Вот он у нас приехал, влили в него 4 литра ТСЛ и уехал. Я говорю, ну через 3 дня покатаешься, приедешь, замерим, посмотрим. Если щуп уйдет, значит надо что-то решать. Смотреть, эндоскопию делать и все такое. Ну, в общем, вот так вот работаем потихонечку. Prius от нас уезжает. Поменяли ему контрактную батарейку, поставили. Жидкость тормозную поменяли. И жидкость в инверторе поменяли. Свечки новые воткнули. Короче, обслужили по полной программе машинку. Так что будет ездить четко. Такой день сегодня, движуха конкретная вообще. С 8 утра я сегодня на ногах. Сейчас уже почти 11, наверное, 10. Все, красавец, полетел на новой батареечке. Владивосток, привет. Ваша батарейка поехала.
Это, приехала у нас такая Honda еще сегодня. В общем, парканули ее на ремонт. Завтра Макс ее будет разбирать, коробку снимать. Обоссался подшипник. В общем-то, ну что, так и есть. Ошибка по второй калибровка, получается, второй пункт. Не может он заполнение муфты сделать. Вот. Ну и в принципе все. Там у него, получается, разгерметизировался подшипник, давления в муфте нету. Поэтому вышла ошибка по недостаточному давлению муфты. Ну и все, в принципе. Сейчас мы... Скорее всего, втулка расплавилась или резинка это расплавилась. Ну, или порвалась. Ну, я думаю, что это, да, это, скорее всего, втулка. Потому что запах сцепления Запах жесткий. расплавилась как будто. Запах сцепления. Ну, человек готов. Будем, наверное, ставить тайцы сюда. А может быть, оригинал. Ну, поговорим попозже по этому поводу. У нас же готовый немецкий. Втыкать и все. Проверено? Ну да, мы же его проверили. Герметичности. Ничего не течет. Короче, его втыкай и все. Если главное, чтобы у нас сейчас здесь была сцепа нормальная, чтобы сама корзина не ушла. Если корзина ушла, то, конечно, уже это совсем другие деньги. Так что, ну, пробег у нее серьезный. Пробег сколько? 160, по-моему, да? Или 190 даже. Сейчас посмотрим. Пробег у нее серьезный. По этому автомобилю. Шаттл. Все, машина хорошая. Все, ну блин, вот такие вот нюансы могут возникнуть. 160, 855 пробег. Она приехала. Так что, ребята, кто говорит там, я езжу, у меня уже 160 тысяч километров. Все вполне замечательно, все хорошо. Вот, вам показатель, что надо обслуживать до 160 подшипник. Если вы этого не сделаете, вы приедете сюда. Какое масло? Ну, тормозуху. Тормозуху? Не меняли. Не меняли. Ну и вот зеленая тормозуха была. Мы конкретно сейчас посмотрели, с Максом поменяли перед калибровками. В общем, как мы выявили диагностику? Мы попробовали ему сделать калибровку. Прежде чем калибровку сделать, мы с ним поменяли жидкость в актуаторах. Ну, потому что, ну, по-другому никак. И дроссельку мы почистили. В принципе, в этом моменте у нас все готово. Нам дроссель уже чистить не надо. Нам сейчас только надо будет обслужить подшипник, залить новые жидкости и поехать. Ну и все, в принципе, на этом. Я думаю, 3 дня мы эту машину сделаем с Максом. Но если мы за 3 дня сделаем, мы красавчики опять. За это время мы сделаем. Сделаем. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Может быть, мы скоро за 2 будем делать дня. 2 дня и Honda поехала. Ну, мы делаем это без подъемника. Там кто-то скажет, что это очень долго, там тыры-пыры. Но мы это делаем без подъемника. А это большой нюанс. Когда придет лето, мы купим подъемник. Мы здесь поднимем гараж, скорее всего. Возьмем, поставим здесь подъемник. Я тут все забетонирую. И будет красота. Нормально. А так Honda хорошая машина. Шаттл, надежность показывает свою все равно. Что бы ни говорили, Honda там говно, там типа робот. Нет. Вот он, 160 отходило. У нас был шаттл, который приходил с 300 тысячами. Только тогда пошел вниз подшипник, да? Но все зависит, это кто как ездит, как обслуживается, как масла меняет, как жидкостя меняет. Да, все от этого зависит. Никак иначе, по-другому. Если его не обслуживать. Нужна калибровка, обязательно. Каждые 10 тысяч калибровка, каждые 30 тысяч замена масла, жидкость в актуаторах. Подкручивать его нужно постоянно, Конечно, подкручивать. конечно. Она забывает. Да. Ну, Так вот что именно. вот такие ребята, вот Honda, вот такая машина, что хорошая машина очень даже. С другим моментом у нее вообще других минусов нет. Батарейка четкая, ходовка четкая, двигатель отличный. Так что салон у нее прекрасный, багажник самый лучший, наверное. Ну, робот у нее и все. Один косяк. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а вот тоже моя машинка. Все, всем пока. Someone that I used to love.